ну, по семейным обстоятельствам был какой-то период, когда я какое-то время не могла работать и не находилась здесь. Еще произошло много разных событий. И по возвращению домой, ну, ты возвращаешься в свою мастерскую, начинаешь работать. И получилась неожиданная работа, такой вот, она и первая в этой выставке, потому что с нее все и началось. Это лес, темный лес, который у меня идея появилась, вот пока я над ней работала, что это вот такой сказочный лес, ночной лес, да, в который страшно войти, но очень любопытно. А потом пошла вот эта серия, почему-то вся палитра ушла на полку, и захотелось работать с черным цветом. Я не знаю, с чем, я сейчас не буду говорить, утрировать, с чем это связано, но пошла такая какая-то необычная работа, и вы знаете, вот просто полилось. И вот в течение этой вот материала, наработки, мне пришла идея, что я хочу сделать выставку. Именно вот уже наработав этот материал, потому что я не планировала такую выставку. И можно сказать, что вот в течение вот этого года пришла идея и название этой выставки, и сами работы. Это как-то вот пазл сам по себе сложился. Мне повезло в плане того, что это мне не вот таких каких-то усложненных вариантов или что мне это сложно далось не было. Как-то выговорилось, что ли, не знаю. Потом не знаю, что будет, потому что интересно, что я смогу сделать после этой выставки. Потому что это, я надеялась, что это какая-то точка. Ну, посмотрим. Ну, а так, благодаря разным чиновникам, которые занимают те или иные должности, работы для материала для художников очень много. Так что есть над чем работать, посмотрим. Какое количество работ здесь выставлено, какое количество было заявлено? Изначально, обычно, насколько я понимаю, там художник планирует определенное количество, попадает на выставку саму другое количество. У меня вот изначально все как планировалось, так и получилось. Это было 36 работ. Здесь в данный момент 36 работ, 12 портретов. Все остальные это вот размер 30×40, и одна большая работа это мой сухом. Вот как идея была изначально в голове, так вот оно в принципе у меня и сложилось, и получилось. В принципе, быть своими, сказать, что я довольна тем, что выставка получилась, но есть над чем работать, учиться, искать. Да. Самый яркий уголок, как раз на фоне у вас сейчас это портреты. Когда я впервые пришла на выставку, рассмотрела все работы, долго стояла, пыталась понять, это все вымышленные персонажи или все-таки персонажи из нашей жизни. Раскройте нам секрет. Это вымышленные, это, знаешь, как мне, вот, я уже просто несколько раз говорила, мне очень повезло, мне подарили бумагу Батал Джопа и Игорь Панченко. И был вот среди вот этой подаренной бумаги был вот этот вот размер, это очень интересная бумага, она фотобумага. Это были 22 год, но это лето. Это в смысле я еще никуда не уехала, это лето, хорошая пора. И эти портреты у меня были написаны вот тоже в течение, я не знаю, одного дня, одним махом. Потом у меня, когда остался этот размер, его не так много, по происшествию какого-то времени я не смогла их сделать больше. Вот так вот и осталась. Это вот какой-то один летний день 22 года. Хорошее настроение. Все в один день, да, мне очень повезло. Иногда вот так бывает, да. А вы число запомнили? Нет, число не запомнила, но помню, что лето, жара, дождя не было, солнце, море. Люди пытаются найти какую-то параллель с какими-то им знакомыми сюжетами. Нет, это все из реальности, из моей реальности, и, думаю, всей нашей реальности. Ночные сказки, ну, я уже в тексте описывала, потому что сказка – это очень удобный, легкий материал для того, чтобы озвучивать очень серьезные и важные вещи. И чтобы это не выглядело как-то нагроможденно, грузно, тяжело, а в легкой форме, то, наверное, форма сказок – это такой лучший вариант.
Насколько то, что вы вкладываете в работы, откликается зрителям? Понимают ли они ровно то, что вы хотели донести до них? Были такие люди, которые сразу прочитывали. Да, ну сейчас не все работы, но прочитывали знакомые материалы и сюжеты. Так вот одна фраза понравилась. Одна женщина пришла, она говорит: мне не очень нравятся ваши работы, но вы заставили меня задуматься. Я говорю: вы знаете, значит, я иду по верному пути. В общем, ну, разные бывают. Сейчас я все вспомнить не смогу, но вот она почему-то мне запомнилась. Я вообще очень люблю лес. Как-то в детстве я заблудилась с 2 племянниками. Это была нелепость, опять же, сказки братьев Гримм. Если вы помните, вот когда они пошли в лес и хлебные корочки бросали, чтобы вернуться назад, в итоге я, дурында, собрала листья зеленые и кидала их. В итоге, когда мы забрели, естественно, что листопад, везде эти листья одинаковые, мы заблудились. Первая у меня мысль была, что меня поругают и дадут по шее, потому что со мной 4-летние и 5-летние дети. И я помню, как мы бежали вниз, это Лидзавский лес. Вышли потом на какую-то опушку, к какому-то коровнику. Но вот это мое событие, оно одно из очень ярких с детства. Мне лет 8. И вот этот вот лес, вот как я заблудилась, и как я оттуда вышла, и вот это ощущение праздника, вот как ты, что ты вышел из леса, я думаю, это вообще у каждого человека было в жизни опыт. Ну, лес это просто образное, ну. И вот такая вот отсылка. Вот ты если зашел в лес, а потом вот какое ощущение, когда ты выходишь из него. Это повесила бы я эти работы у себя дома, тоже не знаю. Потому что у них же мое настроение, я знаю, что я в них вкладывала. А каждый человек, он же индивидуальность, и он по-своему видит, и у него вообще другое эмоциональное ощущение от этой работы. Поэтому мне сложно сказать. Например, я вот люблю вот эту работу «Проход к морю». Люблю, потому что для меня многие люди просто видят, вот как они вот войдут в море, и вот они вот как будут там отдыхать, а для меня это то, что у нас будет через 50 лет. Ну, мне так кажется, что это у нас только это и останется. Вот такой маленький узкий проход к нашему морю. В общем, глаза у людей разные, видимо, по-разному, не знаю. Вообще для меня война, вообще тем более как ребенок, человек, переживший войну, но мне было 9 лет, я не участвовала в военных действиях, я, можно сказать, человек, который вырос после военного времени. Это, наверное, самое худшее, что может произойти с человеком. И жизнь маленького человека, и война – это такая машина без пристрастий. Да, очень тяжело, и мне обидно иногда, что войну идеализируют, потому что самое главное в войне – это же не день победы, это день конца. Вот конец войны – это самый главный день, худший день его начала и лучший день, когда оно заканчивается. Вообще хорошо, чтобы нигде бы этого не было. И все ребята, которые вынуждены участвовать по тем или иным причинам в военных действиях, они всегда это делают с чужим ружьем. И на фоне вот этой вот пропаганды, идеализации победы, все-таки, мне кажется, победа должна быть в науке, в учебе, да в чем угодно, но не в этом. Скорее всего, меня разочаровываю только я сама. Вот как я могу сама себя разочаровать, так в плане творчества, так меня вряд ли кто-то может разочаровать, потому что мне любой отзыв интересен. Правда. Мне интересно, почему человеку не нравится. Это что же интересно? Если, конечно, он может сформулировать или озвучить, почему ему не нравится, это очень интересно. Почему нравится, это приятно, но опять же тоже почему. Не просто это нравится, а почему нравится, если человек может донести, то это очень здорово. Мне наоборот, это приятно и интересно. Так ради этого же выставка, чтобы услышать разное мнение. Я, может быть, тоже по-другому посмотрю и увижу то, что другой человек увидел.
все-таки думаю, что я в жизни оптимист, я не пессимистичный человек. И когда к тебе приходит зритель, ну, мне очень важно, чтобы он приходил, я не хочу, чтобы он уходил с ощущением, вот что и вот на него все над ним висит. Конечно, хочется, чтобы он о чем-то подумал, но чтобы он ушел с хорошим настроением. Это очень важно. У человека вообще, человека нельзя оставлять без надежды. Это отсутствие надежды, это же не какое-то осязаемое, что ты можешь потрогать, увидеть. Это то, что у нас в голове. И это обязательно должно. Вот у человека должен быть выход, надежда, шанс, и он должен верить во что-то, он должен проснуться завтра и делать что-то. И без хорошего настроения и ощущения того, что ты все делаешь, не знаю. Мне кажется, в этом есть смысл жизни. Если он есть смысл жизни вообще, если мы его ищем, в чем он? В том, что ты каждый день что-то делаешь, и делаешь это с большой любовью, и вот это, вот знаешь, большие надежды. Да, большие надежды. Почему именно лошадь и почему именно розовая? Ну, ее же нету, розовой лошади, она вот как надежда, ее нет. Какая она надежда? Надежда, когда ты слово слышишь, в любом языке слово «надежда», и вот сразу вот те цвета, которые всплывают, образ все время воздушный, да, воздушный такой образ, это вот, и он у всех, конечно, разный, но для меня это розовая лошадь. Вообще люблю лошадей, жирафов, лошадей, животных. А розовая лошадь – это мифическое существо, его нет. Но хочется, чтобы было. Если не в реальности, то в голове. То есть, получается, надежда, которой нет, но хотелось бы, чтобы она была. Так она у нас в голове, эта надежда. Ну, ты не можешь подарить, я своим детям не могу подарить надежду. Это то, что вот человек должен вырабатывать в себе сам, даже если среда давит или обстоятельства, потому что у каждого человека в жизни разные обстоятельства, бывают очень тяжелые, и каждый человек сталкивается иногда с такими трудностями, которые даже исправить невозможно. Но вот это вот ощущение надежды в завтрашний день, оно дает возможность тебе встать и пойти завтра, потому что чего только не происходило и не происходит вокруг нас.